Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. 23 года на страже безопасности республики и страны. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил бойцов ОМОН Ахмат Грозный с годовщиной. Культурный обмен и развитие двусторонних отношений. Чеченскую республику посетил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Трудно переоценить тот вклад, который внесла в развитие культуры семья Кадыровых. Чеченская республика проведет масштабные мероприятия в честь 200-летия Льва Николаевича Толстого. В заседании оргкомитета принял участие Рамзан Хаджи Кадыров. Чеченская республика готова к организации проведения всех заявленных мероприятий. Президент Российской Федерации провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Для этого Владимир Путин прилетел в Пятигорск. В собрании участвовали представители федеральных ведомств, главы регионов СКФО, среди которых и Рамзан Хаджи Кадыров. Заседание состоялось в режиме видеоконференции. Подразделение ОМОН Ахмат Грозный управление Росгвардии по Чеченской Республике отметило 23-ю годовщину со дня образования. По этому случаю состоялось торжественное построение бойцов. Мероприятие посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил большой вклад бойцов в защиту Родины. Вот уже 23 года подразделение ОМОН Ахмат Грозный стоит на страже правопорядка региона. Оно начало функционировать в самые тяжелые для республики годы. Сейчас отмечает свою очередную годовщину, в честь которой состоялось торжественное построение. Его посетил глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил большой вклад подразделением в защиту Родины и особые успехи в специальной военной операции. Лично в структуре периода очень структура ОМОН собор полктон цеяхаштона амдайзардон уштон лично участвовал принимать езардона цеяханчардон подразделение шувей сугует вей омц тешен вей вейдон дахуш бол амдаш болин ядон бухбуш болин вей халки хатта хач Акайт халдон дахал лардеш кавюш бол кенчнона тиешмен бош дакуяр буй дона шаш тиешлер дона тиешевой йот апхолд бардон гойцва. Рамзан Хаджи Кадыров лично вручил сотрудникам подразделения боевые награды, а заместитель командира ОМОН Ахмат Грозный Мехти Байсултанов был удостоен высшей награды Чеченской Республики ордена Кадырова. За выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при защите интересов Отечества, награждается орденом Кадырова Байсултанов Мехди Романович, полковник полиции, заместитель командира по службе ОМОН Ахмат Грозный, управление Росгвардии по Чеченской Республике. Личный состав выполнит любую задачу и любой приказ, говорит командир подразделения Анзор Бисаев. Он также поблагодарил руководителя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за постоянную поддержку. С момента образования нашего подразделения мы боролись с бандитизмом и экстремизмом, охраняли мир и порядок нашей республики. Наши бойцы доказали свой профессионализм, мужество и преданность пути нашего первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Наш национальный лидер, дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров, все эти годы оказывает постоянную помощь и поддержку нашему спецподразделению, лично вникает в нужды бойцов. Рамзан Ахматович, от лица всех наших бойцов хочу выразить вам огромную благодарность за ваше внимание и поддержку. Мы вас не подведем. Также хочу поблагодарить региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в материально-техническое обеспечение ОМОНа Ахмат Грозный. Здесь же глава республики объявил, что фонд Кадырова выделил для семей погибших за время существования ОМОНа Ахмат Грозный денежные средства. Здесь же командир подразделения Анзор Бисаев наградил памятной медалью советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку Хамзата Кадырова и внука первого президента республики Адама Кадырова. Приказом командира ОМОН Ахмат Грозный управление Росгвардии по Чеченской Республике от 12 мая 2023 года награждены
Памятной медалью ОМОН Ахмат Грозный. Кадыров Хамзат Зелимханович. Кадыров Адам Рамзанович. После собравшиеся направились на открытие мемориала памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и всех бойцов ОМОНа Ахмат Грозный, погибших при исполнении служебных обязанностей с самого начала функционирования подразделения. Провожая главу республики, Анзор Бесаев подарил ему трофейное оружие. Законно трофей, трофей, да, дух есть, да, особенно укроп, да. Законно трофей, да. Семьи бойцов, погибших при исполнении служебного долга, поблагодарили Рамзана Хаджи Кадырова и Эмани Несиевну за постоянную поддержку и помощь. أس أيمان فوند دشترك أس أحمد حجيز أرخول أس دشترك دال شين دو حديل وين إلشن دو حديل وين أولا أستاذي دو حديل يوقت أقبل بولش أقجدري نانو أدوك سير دو حديل. Мухаммад Жумалыла, Маусар Даудов, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Главе Чеченской Республики вернулся его чистокровный английский жеребец Зазу. Это произошло после 9 лет разлуки. Зазу стал первой жертвой санкций, введенных против Рамзана Хаджи Кадырова в 2014 году. С того момента он находился в заточении на одной из конюшен в Чехии, а в марте этого года глава региона сообщил о краже его любимца. Конокрады оценили жеребца в $18 000. Руководитель субъекта отметил, что скакун такой породы бесценен и видно, как за ним недостаточно хорошо ухаживали. Незаконно санкции шуруют. 8-9 лет мучили моего жеребца. Вот демократия европейских государств. Очень сильная, да. Сколько лет мы не виделись, 9 лет, да. Сбежал от украинских, да. Спецслужб даже, да. Сама пришла, да. Как вы относились там? Хорошо ухаживали? Очень плохо. Очень плохо относились, да. Он в свое время лучшим был, да, в мире, да. И красивая была, да, прямо, да, блестела, да. Сейчас видно, да, что плохо относились, но мы в ближайшее время наберем форму, да. В Чеченской Республике состоялись Дни культуры Южной Осетии. В честь этого события регион посетила делегация во главе с президентом Братской Республики Аланом Гаглоевым. Его лично встретил Рамзан Хаджи Кадыров. Обо всем Абдуллах Батаев. В Чеченскую Республику делегация Южной Осетии прибыла с большой программой. В Грозном президента Алана Гаглоева лично встречает Рамзан Хаджи Кадыров. Свой визит глава соседнего государства начинает с посещения мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Для Алана Гаглоева и делегации проводят экскурсию по музею Ахмата Хаджи Кадырова. В Чеченской Республике мы находимся первый раз по приглашению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Честно говоря, не скрою, мы все очень приятно удивлены, то, что в такие короткие сроки город строится. Очень много объектов. Сейчас мы посетили музейный комплекс имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Нам показали, и очень удивился, они воссоздали его рабочий кабинет. И практически на столе у него находится последний подписанный им документ. Это, конечно, душа каждого человека, вот когда видит такое, наполняется гордостью. Далее для президента Южной Осетии провели экскурсию по достопримечательностям Грозного, включая мечеть Сердца Чечни, центральную площадь и бульвар имени Махмуда Эсамбаева. Спасибо за интерес к республике, процветания вам и вашему народу.
Честно говоря, видимо, уровень образования специалистов сегодня полноценно и очень профессионально. Спасибо нам всем, очень приятно. Спасибо, до свидания. На второй день визита Алан Гаглоев посетил могилу Ахмата Хаджи Кадырова в селе Ахматюрте. Гостя встретил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров. Алан Гаглоев отдал дань уважения и памяти первому президенту, который до конца остался верен своим принципам и народу. Сегодня видим тот след, ту правильную дорогу, которую оставил Ахмат Хаджи Кадыров для своего народа. Был и остается примером для молодого поколения. Мы сегодня видим, что его начинание сегодня продолжает его достойный сын, достойный продолжатель Рамзан Ахматович Кадыров. И то молодое поколение, которое прониклось, прочувствовало. И не только жители Чеченской Республики, но и весь Кавказ внимательно отслеживали, потому что мы в отрыве друг от друга не представляем свое будущее. Поэтому все Кавказские республики, все народы Кавказских республик должны держаться друг за друга, должны помнить общую историю. Нас всегда объединяла общая история. Президент Южной Осетии также посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Здесь он ознакомился с основными направлениями военной и тактической подготовки. Гость лично убедился в высоком уровне организации деятельности университета. Мы увидели, что тут ребята подготовленные, люди занимаются своим делом очень серьезно. И возможности, конечно, мы видим, что для них, для наших братьев созданы все возможности, все условия, чтобы подготавливать ребят. В рамках визита Алан Гаглоев вместе с главой Чеченской Республики побывали на церемонии закрытия Дней культуры Южной Осетии. В период их проведения зрители смогли понаблюдать за интересными театральными постановками и танцевальными номерами. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров отметил важность укрепления братских связей между республиками. Спасибо президенту Южной Осетии Алану Эдуардовичу за то, что он лично приехал на эту церемонию в Грозный. Культура народов Южной Осетии самобытна, уникальна и является укреплением культуры всего Седого Кавказа. Недавно в Цинвале с успехом прошли дни культуры, посвященные нашей республике, где нашу делегацию очень тепло встретили и оказали огромную поддержку. Благодаря этим мероприятиям мы узнаем больше о культуре, традициях и обычаях другого народа через их творчество, театр, музыку и танцы. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров говорил, что без культуры нет нации. И сегодня мы свидетели, как два народа укрепляют братские связи. Желаю всем творческих успехов, благополучия и мира. После этого Рамзан Хаджи Кадыров вручил награды президенту и министру культуры Южной Осетии, а также ряду артистов из соседнего региона. Награждается медалью «100 лет образования Чеченской Республики» Гаглоев Алан Эдуардович, президент Республики Южная Осетия. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Дзагоева Радмила Филипповна, министр культуры Республики Южная Осетия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поблагодарил за теплый прием Рамзана Хаджи Кадырова. Он также отметил, что такие мероприятия сейчас особенно важны. Трудно переоценить тот вклад, который внесла в развитие культуры семья Кадыровых во всех своих поколениях. И мама Рамзана Ахматовича Аймани Несиевна и дочь Айшат Рамзановна делают свое дело и все возможное для процветания Чеченской Республики. Уважаемый Рамзан Ахматович, вы, как истинный сын своего народа, выполнили все заветы своего отца.
От всей души желаю дальнейшего процветания братскому народу Чеченской Республики под мудрым руководством Героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. В ходе прощального ужина Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил Алана Гаглоева за визит в республику. Глава региона подчеркнул его успехи в укреплении добрососедских отношений между Южной Осетией и Россией. В завершение стороны обменялись памятными подарками. Дни культуры Южной Осетии прошли в Чеченской Республике 15 и 16 мая. В этот период жители нашего региона смогли познакомиться с культурными особенностями братского народа. Абдулла Батаев, Адам Ихаев и Аслан Исхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Оно прошло в формате видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайна. Глава республики отметил, что у чеченского народа особое отношение к великому русскому писателю. Он также подчеркнул, что в регионе запланирован ряд крупных мероприятий к памятной дате. Уважаемый Антон Эдуардович, уважаемые участники заседания, спасибо, что включились в состав комитета по подготовке и проведению 200-летия великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. У нас запланированы мероприятия к юбилейной дате. Жизнь и творчество Льва Толстого тесно связаны с нашей республикой. В республике память о великом русском писателе основан этнографический музей его имени, который посещают туристы из разных уголков мира. В честь Льва Николаевича у нас назван населенный пункт, а также десятки улиц по всей республике. Уверен, празднование юбилея Толстого познакомит подрастающее поколение с жизнью и творчеством писателя, послужит формированию исторических ценностей, расширению культурного кругозора. Чеченская республика готова к организации и проведению всех заявленных мероприятий. Спасибо за внимание. В Таиланде местные мастера изготовили огромный экземпляр Корана из дерева, а в английском городе Блэкберн мусульманское сообщество выкупило церковь и перестроило ее в мечеть. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Уникальная достопримечательность появилась на юге Таиланда. Местные мастера изготовили экземпляр Корана из дерева и установили его в качестве монумента. Когда основная часть работ была завершена, специалист по каллиграфии нанес священные строки на деревянную поверхность. Высота шедевра составляет около 3,5 метров, а ширина более 5. Туристы стягиваются со всех регионов, чтобы лично посмотреть на это чудо. Женщина с распущенными волосами сидит на мимбаре в мечети и что-то проповедует. Именно такое описание свойственно фотографии, которая разлетелась в социальных сетях и послужила причиной множества дискуссий. Инцидент произошел в Марокко. Как оказалось, дама является профессором архитектуры, и руководство школы разрешило ей провести лекцию в стенах мусульманской святыни без платка. Но как было получено согласие от духовного сообщества, остается загадкой. За текущий год мечети Миннесоты были атакованы 5 раз. Последний эпизод расследуется полицией. Неизвестный в капюшоне зашел на территорию святыни и бросил камень в стеклянную дверь. Пострадавших нет, но преступнику удалось уйти. Верующие обеспокоены случившимся и опасаются, что нападение продолжится. Отныне, чтобы попасть в Мекку, потребуется специальный пропуск. Весь город окружают блокпосты, где каждого останавливают для проверки документов. Усиление мер безопасности связано с предстоящим хаджем. В этом году он стартует 26 июня. В английском городе Блэкберн мусульманское сообщество выкупило церковь и перестроило ее в мечеть. Здание насчитывает 150 лет. По мнению члена городского совета, отношение верующих к культовому сооружению вызвало у него чувство уважения. По итогу реконструкции храм приобрел оттенки восточного стиля. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Аргуне за один день выпускниками школы изучения Корана стали сразу 1000 мутаалимов. Масштабное событие приурочили к 9-й годовщине со дня открытия мечети Сердца Матери имени Аймани Кадыровой. Сертификаты об окончании вручили муфти Салах Хаджи Межиев и советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Подробнее в сюжете Адама Арсанукаева.
Мечеть Сердца Матери была возведена, применяя самые передовые технологии. Особая форма конструкции и необычное освещение святыни всегда привлекает внимание граждан и туристов. Также красотой славится и прилегающий парк. Мечеть Сердца Матери имени Аймани Кадырова входит в число крупнейших мечетей в стране. Она вмещает до 15 тысяч человек. Также это первая в России мечеть, построенная в стиле хай-тек. Мечеть открыли ровно 9 лет назад. К этому событию приурочили выпуск 1000 мутаалимов, прошедших курс обучения чтению Корана. Перед началом церемонии ученики совершили молитву во главе с кадием Аргуна Юнусом Доскаевым. На почетное мероприятие прибыл муфти Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев и богослов Адам Шахидов. Сала Хаджи Межиев поздравил выпускников с окончанием курса. ويمكن أيما يعج العال شوية ذات سنسرة عدل دوشتول يرمجدك كون إس شقاچن هوشخ تيتش تعزل سد إنسان's عامل اشتبيتوي حقيو أها وتعريو شخين جوح تعزل سد قرآن عامنا دير إخية تنتبيلش دير كماش وتيلش هر خسر دوشتور يجاوبش معلقة وشا هو خدش بالخي ووشخ تيتقوي ووشخ تيونش دال خسر. Изучение Корана и обучение ему других является одним из самых благих деяний, отмечает Адам Шахидов. يتسديش سمكش القرآن دوشتول جرجلوت عمل راح دوشتول جرجلو دار صوداقين القرآن بيركت بعض دوشتول ديغس لنجوع مخع عليك شل دوشتول هالبيركتي حل هالماش الدين والشر الله دار أنا حارم مدولوية الله دار كيسو دوغيلوية دار ديغس بيخم وين دار دعمل كتير. Особо отличившимся студентам муфти вручил почетные грамоты. دير رزق الأرض درخصن هو قداق ملتشن مصرنا صعامش غير علم صون عامين شر مصرنا داق ملتشن برك الأرض درخصن دير رزق المصرنا. Завершая собрание, Сала Хаджи Межиев вместе с мутаалимами прочитали дуа. Адам Арсунукаев, Маусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя. Презентация книги Нохчичи Сандай Бяхналатта прошла в Грозном. Автором труда является главный редактор республиканской газеты «Даймох» Бувайса Шамсуддинов. В мероприятии участвовали помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламхат Гильсаев, а также творческая интеллигенция. دينو نقشي قوم حيق الدق مالك ربطنا دق حقلش وكنش كابوق بيت خير بوالله يسون سون ديلا يوين وشخ توخ أوتل وايلش يشبهك شو وين نقشي مخك كدرك دنيا نبيا دكنش ديش عوش ومخ دين عمل تاجي رمزنا دق دقر بركل ديريس هذا الأرسون فالوغوش ياش مسو هنا تقومين بيرتشم هاش حاولن ونقشي نسبة قوم بوليتيكي أرعزيني В своих выступлениях участники презентации рассказали о значимости родного языка и его популяризации. Также собравшиеся высоко оценили книгу Бувайсара Шамсуддинова. Как версия материалов мотив also ist der Quer oil halt ja ko schis nicht der hat am Deutsch Pedia und ومت خلات ألتا عشوائي نحشي لا مستخلات غلق يا أخي آمل يا أخي عاشون يا أخي بيرك تشكيش كذا مطلعها.
Также в Грозном презентовали аудиокнигу о шейхе Мансуре. Мероприятие прошло в актовом зале Дома печати. Аудиоверсия поэмы Асламбека Тугузова была подготовлена при участии депутата парламента Чеченской Республики Аднана Нагаева. Он выступил в роли рассказчика. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил важность популяризации чеченской литературы среди подрастающего поколения. Шейх Мансур Лара Борштака تون سيد يشتنا لا تشتبلش أربوش أهو نوع شوى ومه لرمز عن الحلقة وجوي شهد الشيء منصور بطلونيو سند بدأ يعني بيرت كيال علامات قصة نوع فورمات كرياتيف نوع فورمات سون سينا كي كان دو بولشان إنترسنا هذو هاوين وود مورنس ما يلال ناسين بدور دور شو شينجز هاي ترسون هو يعني أهي قرن إشتركوا يقدر كان علامات شون ديرس هو ميرا بيات تانتورن ديرس هو أشوفك دول قادرس هو قوي دول شوك منست دом печати харсан мероприятия он массально дозол. Перед собравшимися выступил депутат парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. Он рассказал о проделанной работе и поблагодарил всех, кто участвовал в создании аудиоверсии поэмы. Война дünyan halga, örsi muhatmel boyuşan halga, tığanlayış dinah, mayır, vaski örsi pisatelь şpoyashnyuk ya, вотчики, паратığanlayış dinah, pisatelь poet bu Aslanbek Tuğulu. Хархилер докумду хардал, шекорун таля сова килдалой, усолдина нахан поеда волки машка сова кил кун кей дукку исторического произведения школи рабола бешу Асламбек дозол дукку хилер дал сидуэль подал дукку ваголь. В студии ЧГТРК Грозный прошла презентация книги Скотта Риттера «Гонка разоружения». В основе своего труда американский журналист и экс-разведчик вооруженных сил США рассказал об отношении американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, а также историю о способах контроля американцами над советским оборонным заводом. Региональные и федеральные СМИ смогли задать вопросы Скотту Риттеру лично. Отвечая на один из них, он поделился своим мнением насчет возможности ядерной войны в будущем. Палата представителей в США буквально на днях подписали проект президента об уничтожении последнего договора по ограничению ядерных вооружений. Когда вы имеете две стороны, которые вовлечены в прокси-войну на Украине, когда отношения настолько плохие, как сегодня, и когда мы имеем ядерное оружие, нацеленное друг на друга, что вы думаете? Это очень опасная ситуация. 9-й региональный чемпионат «Обилимпикс» прошел в Чеченской Республике. В конкурсе профессионального мастерства участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья. На торжественной церемонии открытия они выступили с концертной программой. Участники мероприятия исполнили песни даже на языке жестов. С напутственными словами выступил министр образования и науки Хошбау Дидаев. Все направления, которые здесь озвучивались, от мастера по ремонту обуви до учителя биологии, все направления важны. Нам самая главная задача, чтобы мы сумели дать понять ребенку, инвалиду, молодому человеку, девушке, что они могут, они востребованы, мы готовы им помогать, обучать, в последующем предоставлять рабочее место и так далее. Поэтому я всем желаю удачи, хороших, удачных выступлений. Состязания длились 3 дня и проходили в нескольких образовательных учреждениях. Свои работы презентовали подростки, студенты и специалисты. Также в чемпионате участвовали представители различных организаций и предприятий с целью решения вопроса трудоустройства конкурсантов. Победители регионального чемпионата будут представлять Чеченскую Республику на национальном чемпионате в октябре текущего года. У нас каждый год расширяется перечень компетенций и перечень и список участников. Если в прошлом году у нас было всего лишь 12 направлений, в этом году уже 14 направлений. Если в прошлом году было всего 100 лишь человек, сейчас 120 человек. У нас в этом году, еще раз хочу повторить, новые компетенции. Но это швея. Кстати, там школьники принимают участие. Дальше гончарное дело. Тоже школьники коррекционной школы для глухих. Дальше учитель биологии, я уже сказал, там у нас студенты вуза Чеченского государственного университета. Они в прошлом году принимали участие, в этом году как раз оттуда студенты высших учебных заведений. И в этом году, опять я повторяю, новая компетенция – это закройщик. Таким образом, мы уже 4 новые компетенции включили в этом году. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адикейл.